Родина – это место, где ты родился, где сделал первые шаги, пошел в школу, нашел друзей, где живут твои родные. Это то место, любовь к которому поселяется в сердце человека навсегда. Наша Родина – Казахстан. Ее мы принимаем такую, какая она есть. Осознаем свою принадлежность к Родине, ответственность за нее, а главное – это безграничная любовь к ней. Так рождается гражданин, так формируется патриот. Программа «Рухани Жаңғыру», ориентированная на возрождение духовных ценностей казахстанцев, и проект «Сакральная география Казахстана» опирается на символические и культурно-исторические основы нашей страны. У каждого из нас есть свой родной уголок, своя маленькая родина. Вот я хочу описать свою родину с ее неповторимой историей возникновения и природы, с ее памятными достопримечательностями. Моя малая родина – одна из древнейших поселений на юге Казахстана. История у него богатейшая, может дать фору многим городам страны и по степени древности, и по историко-культурной значимости. И это, конечно же, Сайрам. Испокон веков у Сайрама было 4 ворот. На западе Чимкентский, на юге Базарный, на востоке Карамурский, а на севере Ильдарбазар, в которой и начнем наше путешествие. Итак, поехали! Сайрам расположен на реке Сайрам-Су в 15 километрах от Шымкента. В эпоху раннего средневековья на месте Сайрама находился город Исфиджаб, центр одноименного округа, входившего в состав Мавереннахра. Первое упоминание о Исфиджабе появляется в географическом труде китайского автора Сюань Цзяня в 629 году. С 13 века город известен под названием Сайрам, город на Белой реке. Это единственный город Казахстана, который был упомянут в священной книге зороастрийцев Авесте. Именно этот город, благодаря своему удобному географическому положению, стал опорной базой новой религии ислам, откуда она стала распространяться в другие земли. Махмуд Кашгари, известный тюркский филолог и лексикограф, писал о древнем Исфиджабе, датированном в XI веке. Исфиджаб считался отправной точкой на казахском отрезке Великого Шелкового пути. Здесь находились рынки, базары, где бойко шла торговля. Ни один дорожник не обходился без описаний этого славного города и его богатств. Его прекрасные сады, проточные воды, уличные артерии и переулки восхищали взор людей. Сайрам долгое время был религиозным и идеологическим центром феодального Казахстана, вплоть до 14-15 веков, когда эта роль перешла к Туркестану. Ведь именно Сайрам – место рождения суфия Ходжа Ахмед Ясауи. Но если сам захоронен в туркестанском мавзолее, то в Сайраме лежит прах его родителей, отца Ибрагим Ата и матери Карашаш Ана. На месте Сайрама в иерархии городов, благословенных святынями, говорили так: святых в Туркестане тысячи, а в Сайраме святых нести. Сайрам всегда был лакомым кусочком для всякого рода завоевателей. Знакомясь с его историей, я был просто удивлен, под кем он только не был. Был под саманидами, караханидами, каракитаями, был и под казахским, коканским и джунгарскими ханствами, пока его не прибрали к рукам Китай и Россия. В период российского правления Сайрам уже не имел статуса города. Тем не менее, все последующие десятилетия, включая и советские времена, Сайрам был верным спутником разрастающегося Чимкента. Многие объекты культурного наследия Сайрама включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО. В 2008 году постановлением правительства городища Сайрам был взят под государственную охрану. В ходе строительных работ по демонтажу дорожного полотна в массиве Сайрам были обнаружены целый ряд историко-археологических памятников.
В 2013 году в Сайраме был обнаружен золотой и серебряный клад, датированный 12-16 веком. Находка таких кладов в таком объеме была сделана впервые на территории Казахстана и на территории городища. В 2014 году Сайрам скинул свой районный заштатный статус и стал полноправным жилым массивом Шымкента. Сегодня Сайрам продолжает развиваться, строятся новые дороги, и буквально в этом году летом были обнаружены интересные находки в виде колодцев, которые были исследованы археологом, доктором исторических наук, профессором Александром Подушкиным. В общем, нынешний Сайрам – странное и колоритное место, где среди бесконечных махалей, сходящихся к базару, разбросаны десятки святых мавзолеев, а живущий здесь народ неизменен уже несколько веков. Это узбеки, составляющие 80% жителей поселка, остальные 20% составляют другие народы. Сколько народу сейчас живет в Сайраме, точно неизвестно. На порядок более 40 тысяч. Жители моей малой родины очень трудолюбивые, гостеприимные люди. Из Сайрама вышло очень много ученых, кандидатов наук, врачей, учителей, которые внесли огромный вклад в развитие Сайрама. В Сайраме жили герои Великой Отечественной войны Усанов Зиамат и Садыков Мутабай. Также очень много ветеранов труда, которые всю свою жизнь посвятили процветанию моей малой родины. Сайрам, как и раньше, не потерял статуса торгового города. Любой человек, который приезжает в Сайрам, не может уехать, не отведав вкусных лепешек, не испив горячего ароматного чая, конечно, не съев сочные самсы и непревзойденного сайрамского шашлыка. Переполненные овощами и фруктами базарные ряды привлекают не только местных жителей, но и многих туристов. Социальная структура Сайрама стала еще благоустроеннее и разнообразнее. Единственный узбекский драматический театр в Казахстане был открыт в 2003 году, инициатором которого был лидер нации, первый президент Республики Казахстана Нурсултан Абишевич Назарбаев. Создание театра было обусловлено желанием сохранить и развить культуру этнических узбеков. Еще одним из достопримечательностей нашего города является музей, построенный в 60-е годы 20 века. В возрождении музея активное участие принял Мирхалдар Мирахмед. Музей очень богат уникальными находками, которые в буквальном смысле слова встречаются на каждом шагу. Одним из излюбленных мест сайрамцев является парк Наурус, который пережил второе рождение. В Сайраме прямо в центре имеется огромная мечеть, строится медресе, почти в каждой махалле воздвигаются мечети. В 10 общеобразовательных школах учатся 1000 учеников. Также имеются учебные центры, которые помогают ученикам осваивать иностранные языки, готовят к поступлению в высшие учебные заведения. Сайрам представляет собой не только культурно-исторический центр, но и промышленную основу. Здесь также имеются такие крупные предприятия, как Тассай-Су, известные во всем мире своими лечебными свойствами. Я могу продолжать описание своей родины еще очень долго, потому что он не похож ни на какой другой уголок нашей большой родины Казахстан. Но хочется сказать главное: надо сохранить эти красивейшие и уникальные места для будущих поколений, чтобы они знали и понимали, чем восхищались их предки. Твердо знаю одно: куда бы ни забросила меня судьба, я навсегда буду связан незримыми нитями со своей малой родиной. Частичка ее будет всегда со мной. Я как деревце буду питаться ее силой, чтобы вернуться и отблагодарить землю, вскормившую меня. Древний Сайрам, уникальная земля, говорит известный краевед Алексей Гончаров. На ней каждый камень дышит историей. Уверен, что Сайрам подарит нам еще немало удивительных исторических открытий. Добро пожаловать в Сайрам!